Пахотный сезон в Кызыльском районе стартовал 14 апреля. Бригада Михаила Санникова в Туве первой приступила к работе. Пашни готовятся и на полях Танды. После двухнедельной подготовки начнется посев зерен, который продлится до середины мая. Условия санкций у нас так-то шибко не коснул. У нас вся техника российского производства и семена свои. Условия санкций и эта продовольственная безопасность нам на руку получается. Компании ушли с нашего рынка, и у нас возможность очень большая. В Туве 135 тысяч гектаров пашен, из которых используется лишь 62 тысячи. Порядка 4 тысяч гектаров в Кызыльском районе не предел. Расширяться есть куда. Залежные брошенные земли вновь обрабатываются в Туве. В период перестройки у нас много хозяйств перестали существовать. Одна из причин, конечно, прекратили финансирование этих хозяйств. Сегодня нашелся как раз тот собственник земель, желающий, который работает с 2018 года. Крестьянско-фермерское хозяйство Санников начали получать поддержку, приобретали технику, получали субсидию. Много лет дорога, проходящая рядом с 9-й гимназией Кызыла, вызывала опасения аварийно опасным состоянием. На днях на улице Лапсанчапа началась долгожданная реконструкция. У этой школы каждый раз возникает одна и та же проблема. Здесь у нас было вдоль дороги, она сама убитая, вдоль дороги кусты и деревья. Все это закрывает. Дети идут темно, ничего не видно и тротуара нету. Дорогу сделают с двухполосным движением, установят тротуар, парковку, пешеходный переход, оснастят светофором и уличным освещением. Дорожники уже демонтировали старые асфальтобетон и бордюры. Ремонт дорожно-уличной сети идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Снесли деревья, которые, мешали, потому что дорога расширилась. Была 6-метровая, сейчас уже 7-метровая, еще плюс тротуар. В объемы работ входит, регулировка высоты всех канализационных колодцев. Республиканский конкурс «Город мастеров» прошел в 10 номинациях. На разных площадках дети соревновались в мастерстве по декоративно-прикладным видам творчества. Конкурс высоко оценил министр образования Тувы Алексей Храмцов. Отдельное спасибо учителям, преподавателям, мастерам, которые рядом с детьми их подводят, показывают, учат. Город мастеров собрал свыше 700 школьников Тувы. Ожидается, что в следующем году их количество возрастет. Министерство образования Тувы обеспокоено высоким травматизмом детей на конных скачках. Специалисты рекомендуют при проведении соревнований соблюдать все меры безопасности. За 2021 год пострадали 8 несовершеннолетних. Несовершеннолетним запрещается участие в данных соревнованиях по конным скачкам. Согласно законам Республики Тува и с приказом Министерства спорта Республики Тува. Во время соревнований в обязательном порядке ответственные должны контролировать наличие специализированной спортивной формы и шлема. Кроме того, теперь требуется и оригинал страхования от несчастных случаев жизни и здоровья участников. Сайган Бирбю, Азамат Отчур, Тува 24.